Всем привет, меня зовут Алексей, и я веду этот канал, посвященный удмуртскому языку. По профессии я физик, но еще со школьных лет я увлекаюсь лингвистикой и изучением языков. Сначала я изучал европейские языки, такие как французский, английский, датский, португальский. Я учился за границей во Франции, потом работал в Дании, в Португалии, поэтому знание этих языков мне помогло. После я возвратился в Россию и стал интересоваться языками места, где я проживаю, в Санкт-Петербурге. Я заинтересовался языками народов, которые проживали здесь до основания еще города Санкт-Петербурга. Это вепсы, ижора, водь. В общем, пытался изучать эти языки, заинтересовался вообще финно-угорскими языками, стал изучать финский, эстонский, венгерский. В какой-то момент я смотрел на YouTube видео, случайно на него наткнулся, Дмитрия Ефремова о диалектах удмуртского языка. И мне понравилось очень, как этот язык звучит. Еще впечатление на меня произвело, как можно с помощью этого языка говорить, на этом языке говорить о абстрактных таких сложных вещах, как лингвистика. Ну, естественно, это можно на любом языке, но тогда на меня это произвело впечатление, я заинтересовался и стал изучать удмуртский язык. Нашел учебные пособия. И вот здесь что я увидел, какую картину, что учебников много. Есть такие пособия, которые называются даже самоучителями, но проблема в том, что в них, на мой взгляд, недостаточно много объяснений, и все равно приходится изучать людям с учителем, даже по этим самоучителям. Какая там ситуация? Грамматика часто объясняется не очень подробно, даются тексты, и уже с первых уроков, тексты достаточно сложные, и перевод этих текстов не дается. Еще получается такая ситуация, что в текстах употребляются часто даже в начальных уроках достаточно сложные грамматические явления, которые объясняются в последующих уроках. Получается такой замкнутый цикл, порочный круг. Чтобы прочесть текст, нужно знать уроки уже последующие. Чтобы знать последующие уроки, нужно прочитать текст. Ну, вот я использовал свои навыки по изучению языков и как-то смог пройти вот эти препятствия и стал думать, может быть, мой опыт будет полезен другим людям. И возникла идея создания этого канала. Здесь я выкладываю видео по грамматике с подробным разбором грамматики, а также тексты. Причем тексты я перевожу и подробно разбираю. Мне показалось, что вот такие видео, они могут быть полезны для изучающих удмуртский язык без преподавателя. Что можно сказать про удмуртский язык? Поначалу кажется, что он довольно сложный. Ну, многие обращают внимание на 15 падежей. Да, это кажется сложным. В русском 6 падежей, в удмуртском 15. Ну, при более близком рассмотрении оказывается, что это не так сложно. Дело в том, что образование падежей, суффиксы падежные, они очень регулярные и логичные. Вообще язык удмуртский, он агглютинативный, он строится как из кирпичиков. К неизменной основе прикрепляются суффиксы 1, 2, 3, и как конструктор конструируются слова. И вот если ты знаешь значение этих суффиксов, то легко догадаться о значении форм. Поэтому оказывается, что не так сложно изучение удмуртского языка. Чтобы не быть голословным, я приведу какой-нибудь пример. Ну, возьмем слово такое. Пинал-йос-ти-тек. Пинал – это значит ребенок. Пинал-йос – это значит дети. Йос – это множественное число. Пинал-йос-ти – это значит ваши дети.
«ты» — это суффикс, лично-притяжательный суффикс. А «пинальёстытек» это значит «без ваших детей». Вот таким образом здесь я здесь я напишу это слово, чтобы не только на слух, но и графически было видно написание этого слова. Вот. И, значит, вот у меня возникла такая идея записывать видео, делиться своим опытом. Я буду очень рад, если мои видеоуроки и вообще материалы по удмуртскому языку вам помогут. Желаю вам успешного изучения этого очень интересного языка. Всем пока и до встречи в видеоуроках.